Как вы видите, по мне, на мне нету красивого белого поварского фартука и эстетичного колпака. Это говорит о моей полнейшей некомпетентности в приготовлении блюд, поэтому, если что, не берите с меня пример. Для приготовления пасты карбонара нам понадобится зубная паста. Ну, вообще, для приготовления вам понадобится сыр, сливки, потом 2 желтка. Самое главное, без белка, а то потом появится яичница вместо пасты, а вам это явно не нужно, бекон. Ну и, конечно же, сами спагетти. Ну, а для начала вы должны обжарить бекон. Вот здесь вот в скором времени будут плавать макароны. Но пока жарится бекон, мы сделаем, собственно, соус. Для этого нам понадобится вот эти вот 2 желтка. И сюда же выливаем сливки. Вот так вот. Соус должен выглядеть вот так. То есть он должен быть совершенно однородным. Когда макароны довариваются, мы выливаем наш сливочный соус. Также, что немаловажно, приправы. Ну а когда макароны начинают издавать странный звук, похожий на бомбежку во Вьетнаме, это значит, что макароны уже пора снимать. В общем-то, когда ваш соус загустится и будет похож вот на эту белую субстанцию, то кидайте сюда макароны. Одной рукой это делать была, конечно, плохая идея. И как только вы равномерно перемешали все эти спагетти, можете кидать сюда сыр. И оставляем на несколько минут под крышкой. По сути, паста готова. В интернете, конечно, много рецептов по приготовлению всяких блюд, но я своим профессиональным взглядом оценил этот рецепт и могу посоветовать его вам. Руслан Николаев. В качестве оператора тоже Руслан Николаев. Специально для горы новостей.